эту историю из Кемеровской области мы начинаем с самого конца. Вот имеется молодой человек в отделении полиции. Водительское удостоверение имеете? Нет, не имею. Понятно. Сегодня алкоголь употребляли, что ли? Да, не момент, нет. На данный понятно, до этого когда До управляли. этого, да, употреблял. Все понятно, спасибо. До этого, да. Это главные слова. До этого, да, употреблял. Все понятно. Юноша, как настоящий супергерой, мчался на своей неубиваемой Тойоте, не разбирая дороги. Да так, что инспекторы ДПС не могли за ним угнаться. Тихие улочки, дворы, проспекты — все пролетает мимо. Безумная гонка продолжается. Товарищ Сергей, применяю оружие! Остановите, будет применено оружие! За городом инспекторы уже было собирались прострелить беглецу колеса, но Голливуда не случилось. На мосту движок старой проверенной Тойоты заглох. Проворный юноша-водитель попытался было поменяться местами со своим приятелем. Ну, типа, это не он пьяный за рулем. Но был замечен стражами порядка. Из автомобиля вытащен и зафиксирован. Вы в этой машине находились, правильно? Да, я Вы за рулем ехали? Нет, не А кто машину управлял? Там граждане вот... друг мой управлял. Какой друг? Александр Прищепов. Он говорит, что не управлял. А вот девушки, которые сидели, утверждают, что ехали вы. Что, девушки обманывают? Хотите так сказать? Наверное, обманывают. Товарищ Сергей, применяю оружие! Остановите, будет применено оружие! Потом все как-то буднично и скучно. Суд, административный арест, штраф и пешком до ближайшей остановки автобуса. А вот что могло бы быть. Это американский штат Аризона. Стражи порядка решили проверить водителя пикапа, который показался им подозрительным. Мужчина проигнорировал их требования. А дальше то самое, за что мы так любим американское кино. Пытаясь уйти от погони, пикап проскочил на красный свет. Потом куча мала. А что, разве у нас машины жалеют? Водить по-русски и думать о сохранности своего авто никогда. В жизни сходить налево, да так, чтобы супруга не узнала, штука довольно сложная. Левый же поворот на дороге — испытание и вовсе не для слабых духом. В Перми водитель решил обойти на перекрестке впереди идущую машину, а та как раз пошла налево. Без поворотников, разумеется. Владелец регистратора в Белгороде не собирался никого обгонять. Ехал себе в левом ряду, никого не трогал. И тут водитель соседних «Жигулей» вспомнил. Ему же нужно налево, срочно. А когда срочно, правила не действуют. Тюмень. Вот еще новый поворот, и мотор ревет. Наглый «Мерседес» уже на встречке. Ну что тут делать? Только бить его в бок. И размышлять, кто кому и сколько должен.